Участие граждан как в определении проблем и подготовке инициатив, так и в их софинансировании и контроле над ходом реализации – одно из важных моментов исполнения программы. Проекты отбираются на конкурсной основе по целому ряду критериев, в частности, населением на общем собрании. Кроме того, они должны быть совместно подготовлены инициативной группой из числа местных жителей и администрации поселения, а также обеспечены софинансированием со стороны жителей, малого бизнеса и завершены в течение одного календарного года. Сегодня прошло собрание, были ряд проектов, это такие как озеленение города, ремонт фасада школы, ремонт отопления школы, обустройство спортивной игровой площадки возле школы и замена окон в школе. Наибольшим голосованием было выбрано предложение о замене окон в школе. Надо сказать, что в городских округах это довольно-таки частый проект, что люди выбирают чаще всего либо спортивные площадки, либо ремонт в школах, либо в детских садах. В настоящее время аналогичные проекты успешно реализованы более чем в 80 странах. В России программа поддержки местных инициатив действует с 2007 года в 8 регионах, включая Башкортостан. Однако республиканский масштаб она приобрела только сейчас, отмечают специалисты. Ежегодно объем финансирования из республиканского бюджета на реализацию проектов, направленных на развитие объектов социальной инфраструктуры, составит до 300 миллионов рублей из расчета не более 1 миллиона на каждую заявку. Координирующую роль в реализации программы в республике будет выполнять специально созданный для этого в Академии наук Башкортостана Центр изучения гражданских инициатив. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.